На неделе французская газета «Le Monde» написала, что валенки из коми могут стать вполне привычной обувью для Франции. Энергокризис в странах ЕС вынуждает французов запасаться теплыми вещами. Ольга Коняева подробнее о том, готовы ли мы помочь нашим зарубежным партнерам. Раньше Франция обогревалась с помощью нашего газа, который сейчас под санкциями, теперь покупает наши валенки. Это единственное, что спасет ноги французов от зимнего обморожения в условиях энергокризиса. На Макрона надежды нет. Об этом говорит французское издание «Le Monde». Причем особый спрос на валенки из коми. На Выльгардской сапоговаляльной фабрике их производят уже 30 лет. Правда, доставка валенок – дело непростое. Опять же, из-за санкций. Более находчивые французы освоили почтовый сервис eBay и уже делятся положительными отзывами о производителе валенок из коми. Запросы с Германии, с Франции, даже в Израиль отправляли валенки, запросы были. Ну, больше всего, конечно, пока что Германия. Процентов на 20 спрос увеличился по сравнению с прошлым годом. У нас сейчас склады уже почти пустые, да. И это не только у нас, это на всех фабриках валяльных страны. Западные санкции навредили прежде всего странам ЕС. У нас и свой газ, и валенки, и недостающие импортные позиции постепенно замещаем. Безусловно, хлопот в новых экономических условиях достаточно. Этой весной предприятия коми не могли получить из недружественных стран даже проплаченные заказы. Оборудование, комплектующие, материалы. Сегодня переориентировали рынки, нашли новых поставщиков и логистические пути. Как только начались проблемы в феврале, предприятия начали проблемы эти решать. Решать они начали их самостоятельно. Естественно, там, где необходимо было, оказывалась поддержка государства. Ну, результаты вы на самом деле видите. То есть бумага у нас на сегодняшний момент белая, а не желтая. Она как раз белая, а не желтая, потому что были приняты соответствующие меры на предприятия, на том же МОНДе и СЛПК. И обеспечена поставка химикатов, необходимых для производства данной бумаги. И по ряду других продуктов такая же ситуация. Ни одно государство не ставит перед собой цель производить и потреблять все и только внутри своей территории. И мы – часть мировой экономики. Партнеры региона подтверждают свои намерения продолжать и развивать сотрудничество. Коми с рабочим визитом посетили делегации республик Узбекистан и Беларусь. Если смотреть статистику Республики Беларусь, то мы по большему количеству товарных позиций все-таки приросли. Точно так же и у вас. Ситуация неплохо складывается с поставкой традиционных товаров, к которым относятся бумага и картон, которая выросла более чем на 50%. Увеличились поставки волокон синтетических из коми в Республику Беларусь точно так же более чем на 50%. В то же время из Беларуси, например, увеличились поставки нефтехимической группы товаров. Республика Беларусь поставляет нам пластмассу, краски, лаки. Мы им древесину, целлюлозные материалы, химические волокна. Но товарооборот может значительно вырасти. Чем гордится и чем готов делиться наш регион, все это белорусские гости увидели на выставке «Достояние Севера». Ставшая традиционной демонстрация наших возможностей собрала на этот раз почти 200 участников. Это и крупные промышленники, и пока малоизвестные производители, зато с уникальной продукцией. Печорский крафтовый сыр, бездрожжевой хлеб на основе монастырского рецепта, изумрудная вода с Параскиных озер и устылимское мороженое. В наших домах тепло, а потому холодным лакомствам можем радоваться в любое время года. Стали просто семьей думать, какой продукт можно вывести за пределы района и доставить его должным образом, с долгим сроком хранения. И выпало на мороженое, разработали рецептуру, потом разработали научно-техническую документацию и в дальнейшем задекларировали и получили уже лабораторные исследования, что 6 месяцев срок годности у нас подтвержден. Устылимское твердое и мягкое мороженое «Пижемка». В составе только сливки и сгущенное молоко. Его уже можно купить в Ухте, Сыктывкаре, на ярмарках в районах.
Фермерское хозяйство, кроме того, производит молоко, сметану, кефирный напиток, творожный крем, питьевые сливки. Сейчас работает над упаковкой мягкого мороженого, а в скором времени может появиться и шоколадное. Спрос есть, а потому в планах развиваться. Найти новые рынки сбыта как раз и помогает региональная выставка «Достояние Севера». Есть и другие инструменты, например, федеральный проект «Выбирай свое». Самая главная задача этого проекта, она поставлена президентом нашей страны в том, чтобы провести масштабную работу по импортозамещению по всем фронтам, по всем направлениям, от машиностроения, от IT-отрасли, продовольствия и так далее. Это самая главная задача, которая у нас есть и которую мы исполнять будем по всей стране, в каждом субъекте, в каждом муниципалитете. А это печатный бетон. Тоже впервые на выставке. Компания работает в Печоре с 2018 года. Начинала с благоустройства города, теперь единственная в республике применяет перспективную и относительно новую для России строительную технологию. Такой печатный бетон уже не унылый и серый. Покрывается лаком и антискользящим средством. Срок службы около 20 лет. Помимо этого, компания развивает другие направления. По поручению главы Республики Коми я также открыл завод по производству пилетов и брикетов. Они хорошо горят, да? Да, у них, во-первых, они горят дольше, теплообмен побольше. Но я вот эту продукцию первый раз сейчас сделал, привез сюда на усмотрение. Также предлагаю компании, которые коммунальные технологии, они вроде как бы со мной сейчас заключают договора по поводу подачи их котельной. То есть с точки зрения экологии они тоже нормально? Конечно, да, туда ничего не добавляется, же это пресс. Санкции подтолкнули к еще более активному развитию сельскохозяйственную, деревообрабатывающую, химическую, пищевую и другие отрасли региона. Курс на импортонезависимость республика подстегивает и мерами поддержки производителей. Представители бизнеса подтверждают, проблемы, раньше тянувшиеся месяцами, сегодня оперативно решает правительство региона, в том числе с помощью федеральных властей.